Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Перзода. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, заложили камень, фундамент строительства современной многоэтажной гостиницы Windham Dushanbe Hotel and Resorts на улице Хабиба Ахрури, района Исмоили-Сомони. 4 сентября основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, заложили камень, фундамент строительства современной многоэтажной гостиницы Windham Dushanbe Hotel and Resorts на улице Хабиба Ахрури, района Исмоили-Сомони. Пожалуйста. Фундамент был крепче. Глава государства вначале ознакомился с проектом строительства гостиницы. Объект будет строиться на основе решения председателя города Душанбе от 16 августа 2019 года за номером 504. Было сообщено, что гостиница будет построена в одном из благоприятных мест столицы. Пятизвездочная гостиница названа Windham Dushanbe Hotel and Resorts и будет состоять из 9 этажей. Для приема гостей будут построены 103 номера с 300 кроватями, в том числе президентский номер, 2 суперлюкса, 20 люксов, 20 полулюксов и 60 стандартных номеров. В ходе создания гостиницы и ее номеров строители будут учитывать принципы национальной архитектуры и восточного стиля градостроительства. На объекте будут построены развлекательно-обслуживающие спа-салоны, 2 актовых зала, 2 ресторана, кафе, ланч-бар, плавательный бассейн, салон красоты, фитнес-оздоровительный центр и точка продажи билетов, банкетный зал, брендовые магазины и автостоянка на 81 машину. Современный объект строится отечественным предпринимателем Наврузом Усмоновым и будет завершен в течение 2 лет. А со сдачей его в эксплуатацию 240 человек обретут постоянные рабочие места. Windham Hotel and Resorts является брендом одной из знаменитых мировых компаний, охватывающей более 9000 гостиниц. Она осуществляет обслуживание в более 80 государствах на 6 континентах мира, а 36 гостиниц Windham Group находится в государствах-членах Содружества независимых государств. Гостиница Windham в Республике Таджикистан будет построена впервые. После ознакомления с проектом новой гостиницы президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил достойные начинания жителей столицы, патриотически настроенных предпринимателей во имя благоустройства столицы и напутствовал их на качественное выполнение строительных работ, соблюдение принципов национальной архитектуры и применение национальных узоров при украшении здания внутри и снаружи, использование качественных материалов, таких как декоративные камни, а также на подготовку опытного обслуживающего персонала, организацию уголков по продаже ручных изделий и на другие созидательные работы. Начало строительства современной гостиницы пришлось на дни празднования 28-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан. В ходе ее строительства десятки местных жителей обретут рабочие места. Строительство и сдача в будущем в эксплуатацию современной гостиницы является важной мерой по обеспечению туристической инфраструктурой в рамках 2019-2021 годов развития села, туризма и народных ремесел. Строительство подобных объектов также будут способствовать проведению мероприятий регионального и международного уровней, ибо в них будут созданы все условия для приема высокопоставленных гостей и авторитетных делегаций. Напомню, что 11 июля 2019 года во Дворце нации с участием основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, состоялось представление проектов 9 новых гостиниц в городе Душанбе. Также в ходе презентации проектов этих объектов президент страны дал ценные советы и установки по совершенствованию проектов гостиниц. После совершенствования проектов начались строительные работы. В ходе презентации проекта нового объекта глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован о том, что в течение 2 лет намечено строительство 9 современных гостиниц с 630 номерами для приема более 1000 гостей за один раз. Группа патриотически настроенных предпринимателей страны вознамерилась во имя достойной встречи великого национального праздника 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан в рамках годов развития села, туризма и народных ремесел с целью способствования развитию города Душанбе построить на высоком качественном уровне и в национальном стиле современные гостиницы в столице страны. Все гостиницы, проекты которых будут представлены лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, будут построены с учетом международных требований со статусом 3, 4 и 5 звезд.
пятизвездочных. Создаваемые гостиницы являются многоэтажными, состоят из стандартных, люксовых, полулюксовых номеров и апартаментов, оснащены необходимой инфраструктурой, торговыми и сервисными центрами, ресторанами, бассейнами, актовыми залами, спортивно-развлекательными и медицинскими центрами, сауной, кинозалами и подземными автостоянками. Следует отметить, что в результате указаний и напутствий президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона и созидательных начинаний руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе облик столицы страны коренным образом преобразовался. В настоящее время набирают новый оборот работы по созиданию и благоустройству во имя достойной встречи национальных праздников, особенно 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. По информации исполнительного органа государственной власти города Душанбе, до празднования этой исторической даты в столице будут сданы в эксплуатацию более 3500 объектов различного назначения. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, дали официальный старт строительству пятизвездочной гостиницы «Дипломат» в столице страны и ознакомились с ее проектом. 4 сентября основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, дали официальный старт строительству пятизвездочной гостиницы «Дипломат» в столице страны и ознакомились с ее проектом. Пятизвездочная гостиница «Дипломат» будет построена на основе решения председателя города Душанбе на улице Бохтар, 3, района Исмоили Сомуни, обществом с ограниченной ответственностью Рушти Осио. Новый туристический обслуживающий объект будет создан отечественным предпринимателем в рамках плана мероприятий по реализации указаний и поручений президента страны. Предприниматель Бахром Ашурматов во имя достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан и с целью способствования развитию города Душанбе вознамерился в рамках годов развития села туризма и народных ремесел построить на высоком качественном уровне и в современном стиле пятизвездочную гостиницу и сдать в эксплуатацию в течение 2 лет. 16-этажная гостиница будет возведена с учетом международных требований. По проекту объект будет состоять из 80 номеров, в том числе 2 номеров для высокопоставленных лиц, 8 люксовых, 2 полулюксовых номеров и 50 обычных с современными условиями. Современный объект обслуживания будет иметь возможность принять одновременно более 150 гостей. В гостинице будет создана необходимая инфраструктура, в том числе 4 актовых зала, подземная стоянка, 1 ресторан, 2 кафе, плавательный бассейн, 2 салона красоты, рабочие кабинеты и 2 зала спортивные и оздоровительные для клиентов. В рамках по благоустройству окрестность гостиницы площадью около 500 квадратных метров будет озеленена. В ходе ознакомления с проектом гостиницы главу государства проинформировали, что для создания этого современного туристического обслуживающего объекта в столице страны большинство строительных материалов будет использоваться за счет производства самого общества Рушти Осио и отличаться высоким качеством. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, после полного ознакомления с проектом современной гостиницы высоко оценил инициативу отечественного предпринимателя и дал полезные советы по качественному выполнению работ, соблюдению современных строительных требований и использованию национального архитектурного искусства при украшении объектов внутри и снаружи, а также использованию высококачественных материалов. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, на проспекте Рудаки столицы заложили камень в фундамент строительства многоэтажного и многофункционального комплекса современной пятизвездочной 24-этажной гостиницы и 2 18-этажными резидентскими апартаментами Grand Rudaki Tower. 4 сентября основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, на проспекте Рудаки столицы заложили камень в фундамент строительства многоэтажного и многофункционального комплекса с современной пятизвездочной 24-этажной гостиницей и 2 18-этажными резидентскими апартаментами Grand Rudaki Tower.
Как было сообщено в ходе представления проекта, он будет создан с учетом современных требований обслуживания, а строительство на высоком качественном уровне и в соответствии с требованиями современной архитектуры и градостроительство будет завершено в рамках генерального плана города Душанбе. Само здание пятизвездочной гостиницы будет состоять из 24 этажей, а рядом с ним также будут построены два 18-этажных здания с резидентскими апартаментами. Объект будет построен обществом с ограниченной ответственностью «Себестон-2018» и будет состоять из 141 номера с возможностью принятия гостей высокого уровня. В частности, в пятизвездочной гостинице будет созданы два президентских, 30 люксовых и полулюксовых, 20 двухкомнатных и 100 стандартных номеров. Строительство этого современного объекта намечено завершить в течение 2 лет. Он будет сдан в эксплуатацию в дни празднования 30-й годовщины государственной независимости. В ходе ознакомления главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что комплекс будет иметь широкие возможности для обслуживания и развлечения. В соответствии с разработанным проектом на территории объекта будут также построены 2 ресторана, 1 зал для проведения свадебных мероприятий, 2 кафе, детский центр развлечений и 4 актовых зала. Клиентам будут предлагаться спа-услуги, так как здесь намечено создание 2 плавательных бассейнов, 2 салонов красоты и 2 спортивных и оздоровительных залов. На верхних этажах с учетом всех современных условий, отвечающих международным стандартам, будут построены рабочие кабинеты. Здесь же будут находиться музей, уголок туризма и народных ремесел. На объекте 4 этажа предназначены для парковки транспортных средств. Начало строительства комплекса является продолжением созидательных работ на территории города Душанбе и достойным подарком в годы развития села, туризма и народных ремесел. Этот и другие объекты обслуживания создадут благоприятную основу для развития сферы туризма в стране и смогут предоставлять внутренним и зарубежным гостям услуги международного уровня. Наряду с этим этот величественный объект на центральной улице города Душанбе еще больше украсит столицу. В ходе ознакомления глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил ответственным лицам придавать первостепенное значение качеству строительных работ и сдать в эксплуатацию объект в намеченные утвержденным планом сроки. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, заложив камень, фундамент в одном из живописных местечек столицы на улице Низами Ганджави, района Сино, дали официальный старт строительству здания многоэтажной и многофункциональной гостиницы. 4 сентября основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, заложив камень в фундамент в одном из живописных местечек столицы на улице Низами Ганджави, района Сино, дали официальный старт строительству здания многоэтажной многофункциональной гостиницы. В ходе представления проекта этого объекта главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что здание будет состоять из 5-звездочной гостиницы и крупного торгового центра. В соответствии с проектом этот огромный многофункциональный объект будет состоять из 2 зданий, где будут расположены 20-этажная гостиница и 17-этажный торговый центр. Общее количество номеров гостиницы будет составлять 160 единиц, в том числе 2 для высокопоставленных гостей, каждой площадью 250 квадратных метров. На 12 и 15 этажах 13 люксовых номеров, каждой площадью 80 квадратных метров и 35 стандартных номеров. В целом гостиница может принять 300 человек для проживания. Строительство объекта даст возможность создания 150 новых рабочих мест за счет местных специалистов. В соответствии с проектом общая площадь здания составит почти 1 гектар. Его заказчиком и проектировщиком является общество с ограниченной ответственностью «Элитстройсервис». Гостиница будет строиться с учетом национальных и современных элементов градостроительства. Внутри здания намечено создание обслуживающего и развлекательного центров, рабочих кабинетов, ресторана, кафе, спа-плавательного бассейна, спортивного зала, магазинов, кинозала. Лидер нации, президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал ответственным лицам поручение по качественному строительству, отвечающему требованиям современной архитектуры и градостроительства, созданию условий обслуживания международного уровня. Современный объект будет построен и сдан в эксплуатацию за 2 года в рамках работ по благоустройству и созиданию во имя достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Для регулирования транспортных средств построена подземная автостоянка на 200 машин. В ходе строительных работ 200 местных жителей будут обеспечены сезонными работами и хорошей зарплатой. Объект будет строиться в рамках генерального плана города Душанбе. При проектировании была учтена инфраструктура современного градостроительства. Со сдачей в эксплуатацию этого многоэтажного объекта наряду с появлением хороших условий обслуживания столица страны станет еще краше.
Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.